Здравствуйте! В эфире выпуск новостей колледжа государственной муниципальной службы. И сегодня мы расскажем о главных событиях прошедшего месяца. 1 сентября 2018 года в 76-й школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Мероприятие было довольно насыщенным, ведь в этот день открылась первая школа безопасности имени Героя Советского Союза Павла Федоровича Блинова. Были показаны технические возможности современного спасения людей в чрезвычайных ситуациях. Барабанная линия колледжа государственной муниципальной службы открывала данное мероприятие и поздравила учеников с началом учебного года. В Удмуртии прошла акция «Беслан. Память». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России с 2005 года и посвящено Дню трагических событий в Беслане. Эта акция не осталась без внимания наших курсантов. Для них был организован показ документального фильма «Беслан. Память», а также состоялась творческая встреча с режиссером картины Вадимом Цаликовым. Торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года колледжа государственной муниципальной службы, прошло 3 сентября 2018 года в сквере возле Вечного огня на Карлутской площади. Уже по традиции мероприятие открывали выносом знамени колледжа. Курсантов, преподавателей и родителей пришли поздравить и поддержать высокопоставленные гости. Вглядываясь в ваши мужественные лица, я уверен в будущем нашей страны. У вас начинается новый учебный год. Я вам желаю крепкого здоровья, новых свершений на этом пути, мира и добра вашим семьям. С праздником! Берегите себя! Особенно волнительная эта торжественная линейка была для первокурсников. После завершения они отправились знакомиться друг с другом и с кураторами на час общения. Нарезать лук, остаться с конечностями, убить змею только одним пальцем, пройти немалое расстояние с мозолями на ногах. Это все не про наших курсантов на учебно-полевом выходе. Где мы, там победа. Именно с таким девизом была пройдена дистанция в 30 километров. На протяжении всего пути курсантов сопровождала солнечная погода и хорошее настроение. И даже трудные участки маршрута преодолевались с легкостью. Впереди их ожидало 2 дня соревнований и обратная дорога домой. Особенностью учебно-полевого выхода являлось множество заданий, где участникам нужно было проявить свою силу, выносливость и командный дух. Некоторые этапы контролировались лично руководством колледжа. По их мнению, ребята справились на отлично. Каждый день был насыщенным и продуктивным. Расставаться с полем боевых действий было грустно, и даже природа не смогла сдержать своих слез. Даже природа плачет от того, что вы уходите отсюда. Еще у меня на 2 так. Не слышу возгласов «Ура!». В преддверии праздника «Рыжий фестиваль-2018» в Ижевске проходила рекламная акция «Рыжий трамвай». В акции приняли участие клуб патриотического воспитания «Барабанная линия» и студенты Удмуртского республиканского колледжа культуры. Ребята, приезжая в трамвае, встречали всех улыбками, звонкими кричалками и заряжали позитивными эмоциями. Всемирный день чистоты «Сделаем» – это гражданский проект, цель которого объединит всех в одну команду для избавления природы от мусора и сохранения чистоты. В Ижевске в рамках этого дня прошла акция «Чистый берег». В субботнике приняли участие члены отряда «Доброволец» ВСКС Удмуртской республики. В ходе акции была очищена прибрежная полоса реки Иж в районе моста от переулка Октябрьского к улице Делегатской с применением раздельного сбора мусора и уборкой валежника. В этот же день, 15 сентября, прошло торжественное мероприятие «Парад всероссийского студенчества». Это колоссальное по масштабам и значимости всероссийское посвящение первокурсников в студенты. В 2018 году проведение этого парада было запланировано более чем в 50 городах. Это были главные новости колледжа за последний месяц. С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!